Утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре четверг, 26 октября. В республике в ближайшие 3 года будут капитально отремонтированы 49 школ. Заявка региона уже прошла конкурсный отбор в Министерстве просвещения России. Из федерального бюджета будет направлено 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Чувашии определят топ-50 специалистов по связям с общественностью в России. В республике начали принимать заявки из регионов на первый открытый конкурс «Мастер коммуникаций». В заочном этапе состязания участникам нужно подготовить видеоприветствие и пройти тестирование на знание основ связей с общественностью. Очный тур предполагает создание пресс-релиза, разбор коммуникационного кейса и общение с журналистами для выполнения конкурсной задачи. Кстати, ранее конкурс дважды проводился на региональном уровне. В этом году участвовать в нем будут не только чувашские специалисты, но и представители профессий из других субъектов страны. На сегодня подано уже 117 заявок из 26 регионов. Заявить о своем участии в конкурсе можно до 10 ноября через сайт «Мастер коммуникации РФ». В деревне Баудеево Цивильского округа по инициативе Русского географического общества установили памятную доску первому чувашскому геологу Иосифу Илларионову. В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения ученого. Иосиф Илларионов сам родился в этой деревне, поэтому установка памятной таблички на фасаде Баудеевской школы имеет особое значение. Он всегда стремился к знаниям. В 11 лет пошел в школу, которую только открыли на селе. Окончил геологический факультет Московского госуниверситета. Еще будучи студентом, организовал разведку фосфоритов в Урнарском округе. Ученый создал геологическую карту республики и исследовал месторождения полезных ископаемых. Иосиф Кузьмич опубликовал 8 книг и монографий, более 70 научных статей, которые до сих пор не теряют своей актуальности. Вековая история творчества. Сегодня Чувашский государственный ансамбль песни и танца открывает свой юбилейный сезон. В Чувашской государственной филармонии коллектив представит новую театрализованную концертную программу «За годом год, 100 лет успешно пройдены». В театрализованном представлении будут использованы уже полюбившиеся зрителю постановки, вошедшие в золотой фонд Чувашского госансамбля песни и танцы, а также совершенно новые вокально-хореографические номера и сюиты. Как признаются артисты, все представления будут логически отражать мысль, заложенную в стихотворении чувашского поэта Петра Хузангая «Были мы и есть и будем». В новой театрализованной постановке ансамбль использует новаторские решения. Так, например, участницы женской танцевальной группы будут одеты в платья с элементами крыльев, а на голове каждой вместо традиционного чувашского головного убора зритель увидит подлинное произведение искусства. У нас есть своя публика, и она всегда старается прийти и заинтересована в нашем репертуаре, который у нас пополняется все больше и больше, модернизируется, осовременивается. Поэтому зрителю, мне кажется, будет очень приятно посмотреть новую нашу программу театрализованную. Сегодня день приятных неожиданностей. Это отличный повод порадовать своих друзей и близких оригинальным сюрпризом. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия».